дорогие гости, ребята, читатели! Как вы знаете, 2022 год является годом культурного наследия народов России, а в Дагестане и годом Фазу Гамзатовны Алиевой. И сегодня наше мероприятие мы посвящаем этому году и 90-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Фазу Алиевой. Мероприятие организовано совместно с Кылсумкентскими средними школами номер 1 и номер 2. Вечер пройдет под названием «Я родилась горянкой». Я родилась горянкою простою, но голос мой был с детства непростой. Был полон родниковой добротою, пронизан родниковой чистотою. В нем отразилось все пережитое, а веян гор суровой красотой. В нем и снега, и лето золотое, и тучи над тропинкою крутою, и жарких трав дурманящих настой. Фазу Алиева родилась 5 декабря 1932 года в дагестанском ауле Геничуталь. Как позже она скажет, этот аул, как маленькое гнездо, было втиснуто в скале. Фазу Алиева рано потеряла отца. Гамзат Алиев погиб, когда Фазу и другие дети были маленькими. Семья осталась без кормильца. Матери пришлось испытывать нужду и трудности. Она работала в местной больнице санитаркой. Однако сильная женщина вырастила прекрасных людей. Материнский подвиг стал главной темой творчества Фазу Алиевой в будущем. Слагать стихи стала Фазу Алиева еще в школьные годы. Она писала как на аварском, так и на русском языках. В 17 лет Фазу Алиева печаталась в газетах «Большевик Гор» и «Комсомолец Дагестана». Окончив школу, Фазу Алиева осталась в родном селе. 4 года она преподавала в этой же школе, пока не решила продолжить свое образование. И в 1954 году она поступила в женский педагогический институт в Махачкале. Но там она проучилась всего 1 год. За это время у нее накопилась солидная подборка стихов, и молодая поэтесса решила попробовать поступать в литературный институт имени Максима Горького в Москве. Ее стихи пришлись по душе членам приемной комиссии, и она стала студенткой очень такой знаменитый институт, тогда это считался в Москве. Главными темами ее творчества были темы любви и мужества, любовь к людям, к родной земле, к родине и мужество людей. Я нахожусь в стране любви, в стране невиданного чуда. Меня отсюда не зови, я не хочу уйти отсюда. Не знаешь ты, с каким трудом страну я эту обретала, пленившись лаской и добром, ларцом раскрытым сердце стало. Как прояснились небеса, туман рассеялся повсюду. Иду, слегка прикрыв глаза, иду сама, подобно чуду. Растения на всем пути полны высокого призвания. О, мой любимый, погоди, не прерывай очарования. В горах моих родных не писанный закон. Во все века никто их не писал, никто из них тому не составлял. Натуры горцев к этому не склонны. И если в очаге у одного лишь горца еще хранится искорка огня, она из ночи в ночь, день изо дня, из очага в очаг передается. Но если в очаге у одного лишь горца еще хранится горсточка муки, ее на всех хватает очаги, и в каждом доме свежий хлеб печется. И если юношу в дорогу провожает, на проводы выходит весь аул. И если кто в ауле захворает, покоя не находит весь аул. Не станут никогда в одном конце аула справлять рождение, свадьбу затевать, когда умершего оплакивает мать и вся родня в другом конце аула. И если свадьбу у кого-нибудь из горцев, увидишь дым лишь из одной трубы. Аул, дневные завершив труды, у жениха в дому сойдется. И ни в одном окне ты не увидишь света, когда родной аул кого-нибудь скорбя последний провожает путь. Ведь нет горя большего, чем это. И если совершит джигит поступок грязный, то весь аул тогда судья ему. И если одному
героем стать удастся, то у всего аула праздник. И за столом тут выбирают друга, а в час, когда заявится беда, в почтительном молчании всегда здесь молодые старика обнимают. Мне не оставили томом наследства предки, в которых бы прочла законы гор, но лишь о них заходит разговор. Я вижу вас, соседи и соседки, я вижу жар из очага, из руки в руки, я вижу, как идет мука из руки в руки, и как умершего несут соседи руки. Душа у горца — меч, когда враги придут, когда друзья придут, душа его — ковер. Вот каковы законы наших гор. Он не в книгах, а в самой природе. Законы гор не включены в тома, их каждый раз диктует кровь сама. Снова вижу я родные горы, и в низинах мелкие селения, и луга, пышнее нет которых, мне знакомы с самого рождения. Утром здесь коров я провожала, вечером встречать их выходила, здесь белье на речке полоскала, а потом на солнышке сушила. Снова вижу я пещеру Мархи. Волчья пасть схватить добычу хочет. Здесь столетия под тяжелой аркой голубые воды камни точат. Родина фонтанов родниковых. Я сюда с кувшином прибегала. Я б его, помятого, кривого, на другой вовек не променяла. От воды твоей сводила зубы. Дай, как прежде, испытать мне жажду. К ста кувшинам припадали губы, но такой воды не встретишь дважды. Разбрелись ягнята по лужайке. Где же ты, ягненок мой веселый? Почему же ты не бежишь к хозяйке и на мой не отвечаешь голос? Или вырос, или постарел ты, или кто-то в сырости кладовки тушку возле бочек и тарелок потолку подвесил на веревке. И родимых мест не узнавая, я смущенно тру глаза рукою. Глиняные домики сметая, новый клуб поднялся над рекою. Отчий дом, откуда светлым утром я ушла когда-то в мир открытый. В студенческие годы в Москве Фазу Алиева встречалась с классиками советской литературы и овладела техникой литературного творчества. Ее поэтический сборник «Мой родной аул» вышел в свет перед окончанием института в 1961 году. Фазу Алиева считала поэзию тем родником, в котором человек может напиться живой воды, обрести духовное совершенство. Ее творчество получило расцвет в 60-е годы, когда из-под пера Фазу Алиевой вышли поэма «На берегу моря», сборники «Радугу раздаю», «Весенний ветер» и другие. Все то, что нашу жизнь с рождения окружает, по-разному любовь и радость выражает. Вот осень щедрая стучится у ворот, колосьями плодов корзину к нам несет. Вот пронеслась зима, пора седых метелей, ручьи, сбегая с гор, псальмы весне запели, и жаворонок взмыл, над полем пробудив заливистый мотив. Все то, что небеса и землю украшает, по-своему любовь и радость выражает. Фиалка запахом, тюльпан живым огнем, снег жгучим холодом, а солнце жарким днем, гроза дождем, река волной, звезда лучами, сады плодами, луг цветами, льды ручьями, лес перекличкой неугомонных птах, заря знаменами на тучах и хребтах, а я свою любовь к родному краю. Всей радугой чувств и мыслей выражаю, улыбкой, нежностью, надеждой, добротой, стихами звонкими, восторгом и тоской. И всем, что на душе, мечтой, слезой, строкою, делюсь как с матерью, с родной моей страною, и с пылкой радостью в глаза взираю ей, провидя красоту и мощь грядущих дней. Но если грянет гром над мирной долиной, все силы соберу в груди моей орлиной и преграждая путь смертельному огню. Отчизна, твой рубеж с собою заслоню. Не в том твоя самая злая беда, что был равнодушием ты болен всегда, что мимо чудес этой жизни прошел, что главного в ней не узнал, не нашел. Гораздо страшней, что, пройдя этот путь, не смог ты ни разу в себя заглянуть, что сердце в груди ты пронес, как скупец, несет хитроумно замкнутый ларец. Ключа не нашел ты в заветный тайник, богатство своей же души не проник.
И вот почему твоя жизнь не дала ни искорки радости, света, тепла. На росном склоне утренней порой безмолвно я стою перед горой. Я знаю эту гору с малых лет, но нынче тих и строг над ней рассвет. Я не пою, ни эхо не зову, не веселюсь, не падаю в траву. Молчит гора, задумчиво она, печальная над нею тишина. Но слушаю я эту тишину, как слушают певучую струну. Загадочные звуки внятны мне, до срока дремлющие в тишине. Ее рукою чуткой только тронь, и вспыхнет затаенный в ней огонь. И голубыми струями звеня возникнет песня солнечного дня. Не так ли ты стоишь передо мной, любимый мой, единственный, родной? Стоишь, как будто в тяжком забытии, и плотно губы сомкнуты твои, и словно дымкою сошедший с гор, немой печалью отуманен взор. Но вижу я, как в тишине таясь, рождается сияние синих глаз. В молчании вслушиваюсь я, оно загадочными звуками полно, и светом нерастраченным горя восходит из его глубин заря. Замкнуты ставни, заросли ступени, дом разочарований, дом сомнений, и всех былых ошибок и утрат из сердца выветрился горький яд. Зато раскрыты окна, настежь двери, дом, где сияет радость и доверие. Теперь, как чаша светлого вина, душа зари просвечена до дна. Зарю я эту у окна встречаю, листве и птицам песни отвечаю, и вдаль навстречу первому лучу весне в объятия пылкие лечу. Тебе в объятия, страна родная, лечу, от счастья замирая, и всю себя сейчас бы отдала, чтоб ты еще прекраснее цвела. Захочешь, выйду к полевому стану, и васильком небесно-синим стану. Захочешь, вплыв над горную грядой, зажгусь отрадной утренней звездой. Ты поле подо мной, страна родная, ты небо надо мной, страна родная, и в этом поле я цветком зайду, и в этом небе превращусь в звезду. В 60-е годы выходит ее прозаический труд «Роман. Судьба». Фазу Алиевой принимают в члены Союза писателей Советского Союза. В 70-е годы знаменитая дагестанская поэтесса становится главным редактором периодического издания «Женщина Дагестана». С приходом Фазу Алиевой по ее инициативе журнал «Женщина Дагестана» стал издаваться и на русском языке. Редакция журнала была как приемная, куда приходили женщины со своими бедами. И Фазу Алиева старалась помочь им всем, как могла. Фазу Алиева была и председателем Дагестанского комитета по защите мира и участвовала в работе Всемирного совета мира. Позже работала в Верховном Совете Дагестана как заместитель председателя. Где бы она ни была, она защищала всегда интересы женщин. Фазу, сама звезда на земле, строка твоя закалена судьбою. Огонь не умирает и возле, хоть был зажжен он праведной рукою. Фазу, беззвездной ночью чуть дыша, молюсь, чтобы в окно твое сияло. Пока жива строка, жива душа, и в этом мире вечное начало. Как ясно чудится порой, что вечность впереди, что будет вечно молодой весна в моей груди. И вовсе не других учить желание мое, а вечной ученицей быть призвание мое. А как я счастлива стоять в толпе учеников, у лермонтовских родников, у тютчевых стихов. И если чудится порой, что вечность впереди, что будет вечно молодой огонь в моей груди, то это верно, потому что миру нет границ, что буду в нем я лишь одной из вечных учениц. Голос Фазу Алиевой – это был голос мира и любви. Фазу Алиева была во многих горячих точках. В Афганистане, Чечне, в Каспийске, на месте трагедии взрыва дома, в
в Ботлихе, Буйнакске. Она знала, в трудное время надо быть вместе с народом, чтобы сказать, возможно, единственное верное слово, которое объединило бы всех людей перед грозящей опасностью. Сегодня, ребята, мы отдаем дань памяти большому поэту, великой женщине Дагестана, которая вписала яркую страницу в истории российской поэзии. Восхищаюсь, как эта хрупкая женщина, как эта мать, героиня, патриотка, как же все-таки она много дала Дагестану. Ее стихи были переведены на 68 языков. Как она одна из немногих государственных и общественных деятелей республики, удостоенная высшего ордена Андрея Первозданного, дважды удостоившая орденов за заслуги перед Отечеством, дважды получила орден дружбы, дважды орден почета. И также у нее очень много было заслуг и много юбилейных медалей. Дагестан в неоплатном долгу перед этой женщиной за участие в 90-е годы в делах по сохранению государственного заслуженного ансамбля «Лезгинка». Сейчас, вы знаете, этот ансамбль «Лезгинка» – это одна из брендов республики, одна из визитных карточек, это национальная гордость нашего Дагестана. Я еще что скажу, являясь председателем Совета женщин республики, она вместе с председателем солдатских матерей Хури Пирсаидовой, она летала в горячие точки республики. Тогда же в республике шли ожесточенные бои с терроризмом. И ее строки, ребята, где бы ни пролетала пуля, сердце попадает в сердце матери. Настолько актуально сейчас, вот вы видите, что происходит в стране, и это настолько сейчас матери, сейчас каждая мать переживает за своего ребенка, за своего, имеется в виду, гражданина. Все, вот это настолько актуально, ее слова до сих пор остались. И еще я хочу сказать, ребята, вот что. Сейчас, почему я вот именно сейчас остановлюсь на стихотворении «Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой». Сейчас очень много разводов среди молодых семей. И то, что молодые семьи разводятся, я как председатель Совета женщин этого района, я только могу сказать словами Фазу Алиевой наставление, и я прочту стихотворение «Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой». Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой, а каждый дом сам по себе держава. Там все свое, там распорядок свой, и свой закон, и правила, и право. Свои капризы у порога брось, и уважай привычки их любые. Коль там хромые, обопрись на трость, и надевай очки, коль там слепые. Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой, там на тебя с оценкой взор нацелят, а ты мой плод. Росла не за межой, и по тебе они меня оценят. Ты слейся с ними, верная подруга и преданная мужняя жена. Но как солдат, нет, да глянь по кругу, не слишком ли уж ты окружена? Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой, храни семью до самого конца. Не прилетит и муха на постой, коль трещин нет на скорлупе яйца. Срастется и нога, коль вдруг сломаешь, но как срастется, ровно или нет? Нет горше той семьи, которая, хромая, идет неровный, оставляя след. Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой, а там свои тропинки от порога. Чтоб сделать шаг, ты оглянись, постой, и выбери, куда поставить ногу. Есть добрые слова, слова лучи, щедрее будь на ласковое слово. А есть слова, звучащие сурово, не взвесив слово, лучше промолчи. Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой, а каждый дом сам по себе держава. Там лишь один король имеет право быть королем, твой муж, избранник твой.
Ему послушной будь, его пороки смягчать сумей, не омрачай лица. И помни, дочка, что у той дороги, где ищут идеальных, нет конца. Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой, вся жизнь твоя изменится отныне. Умей теперь в работе быть рабыней, а за столом царицей молодой. Трудись пчелой и не считай труды неблагоразумным грузом за плечами. Как мельница безмолвна без воды, так без руки хозяйский дом печален. Оставить в жизни могут добрый след не те, кто даром время убивают. Ты знаешь, что людей бессмертных нет, а вот дела бессмертными бывают. Ты, дочь моя, уходишь в дом чужой, пусть он роднее будет с каждым годом. И все, что возникает перед тобой, пусть будет солнцем для тебя и медом. Не поддавайся даже малой ссоре, размолвка обязательно к беде. Обиду раствори, как ты в воде могла бы растворить щепотку соли. Сумей забыть обиду на века, ни памятью не трогай, ни руками не вороши, а то все чаще в камень с отскоком будет уторять кирка. Расту я на мужестве нашего края, что нам завещали предки, и к новой судьбе сыновей поднимаю, как ствол поднимает ветки. Я верю в суровую закономерность, как племя орлов от орлицы, от доблести доблесть, от верности верность, а слава от славы родится. Затем я хочу завещать сыновьям я: растите отважные и строги, бесстрашных отцов, изучайте деяния, истории жаркие строки. Растите на мужестве нашего края, что нам завещали предки, к вершинам судьбы сыновей поднимая, как ствол поднимает ветки. Дорогие ребята, мне тоже посчастливилось близкой встречи с Фазу Алиевой. У нас была, мы когда учились студентами, были в Дагестанском государственном университете, у нас была встреча студентов с Фазу Алиевой. Первое такое впечатление было: очень такая яркая женщина. И внешне, и когда она говорила, у нее был необычный такой акцент, и вы ее слышали, это еще больше украшало ее чтение стихов. Очень яркая. Когда она разговаривала, прямо обволакивала своими словами. Было приятно ее слушать. Очень энергичная, обаятельная, талантливой человеком она была. А второй раз она приезжала к нам вот в Сулейман-Стальский район, и была и здесь встреча с ней. Когда Фазу Алиевой исполнилось 70 лет, в ее честь было выпущено собрание сочинений поэта и прозаика в 12 томах под названием «Талисман». Как здесь говорили об этом, ее произведения переведены на многие языки мира. Талантливой писательницей, яркой личности и необыкновенной женщиной Фазу Алиевой не стало 1 января 2016 года. Но с нами остаются ее искренние стихи, вызывающие самые светлые чувства и порывы у читателей.